Да, деле, Тома, Анджи, Сегодня первый день наших весенних учений Арикшамы. Нам пришлось нести некие изменения в планы проведения этих учений. Прежде всего, прежде всего, я хочу вас всех поприветствовать. Я приветствую всех кемпу лам, которые присутствуют на этих учениях, также всех монахинь, которые собрались для этого весеннего собрания Арикшамы. Я также я приветствую всех тех, кто присутствует на этих учениях онлайн во всем мире. Поэтому всех вас я тепло приветствую. И изначально это собрание монахинь называлось «Зимнее собрание монахинь Арикшамы», однако, как вы помните, в прошлом году мы переименовали его на весеннее собрание, поскольку в то время, когда оно имеет место, это уже весна. И в этом году мы собирались начать эти учения 14 марта, но, к сожалению, у меня были очень срочные дела и важные встречи, которые не позволили мне начать учение 14 марта, и мне пришлось отложить эти учения аж до сегодняшнего дня. И, возможно, у кого-то из вас тоже возникли сомнения, что в этом году вообще эти учения состоятся. И именно поэтому я хотел сказать вам о причине, по которой так произошло. И я надеюсь, что с сегодняшнего дня эти учения состоятся и будут происходить без каких-либо сложностей. Я хочу в этом году закончить второе автобиографическое восхваление «Благие деяния». Как вы помните, в прошлом году мы закончили автобиографическое восхваление «Тщательно искал». И изначальный план был закончить «Благие деяния» в этом году, но поскольку нам пришлось отложить учение на неделю, я не уверен, что мы сможем закончить этот второй текст. Но, тем не менее, у нас есть еще время, поэтому, возможно, мы закончим этот второй текст. И поскольку поводом для нашей встречи является весеннее собрание монахинь Арикшама, я, я хочу начать эти учения с размышления о положении женщин в мире в общем, и в частности положении женщин в буддизме. И когда я говорю о положении женщин в буддизме, я имею в виду как монахинь, так и не монахинь, то есть женщин, мирянок, практикующих. И, как я уже рассказывал об этом во время прошлых летних учений, то место, где зародился буддизм, это Индия. И это Индия, земля, благородная земля Индии. И если мы взглянем на
периоды истории Древней Индии, то в этой истории мы можем выделить несколько периодов. Например, первый период, период Ригведы. Многие авторы отмечают, что во время этого древнего периода Ригведы поддерживалось равноправие мужчин и женщин. И среди авторов, включенных в собрание Ригведы, было много авторов женщин. И также во время этого периода, это время, о котором мы сейчас говорим, это примерно 1500-й, тысячный год до нашей эры. В это время традиция поддерживала, не поддерживала многоженство, то есть в основном у мужчин была лишь одна жена, то есть поддерживалась моногамия, и это была превалирующей традицией. Однако позже, уже во время времени Яджур-Веды, это примерно 1500 год до нашей эры, статус женщин ухудшился, и отношение к женщинам поменялось. К примеру, появилась эта новая тенденция относиться к женщине как к такой, кто не заслуживает доверия, к такой, что является более омраченной, чем мужчина, к тому, у кого больше недостатков, чем у мужчины и так далее. Однако еще в это время женщины допускали к духовной активности. Например, если в семье мужчина совершал ритуальные подношения женщине, позволялось участвовать в этой ритуальной активности вместе со своим мужем. Однако позже, в период сутр, индийских сутр, это период примерно 500-250 года до нашей эры, положение женщин еще больше ухудшилось. К примеру, в Дharma-сутре говорится, что женщины принадлежат мужчинам, что женщина не является кем-то независимым, что женщиной руководит мужчина. И это означает, что пока женщина является маленькой, она подчиняется своему отцу, а затем она становится невестой, выходит замуж и начинает подчиняться своему мужу. И затем, если муж умирает раньше жены, то даже со смертью мужа женщина не обретает независимость, а начинает подчиняться своим сыновьям. И это все свидетельствовало о том, что женщина не считалась той, кто заслуживает жить независимой жизнью. И именно мужчины решали о том, как их женам полагалось жить. И кроме того, в этот период моногамия сменилась полигамией, и у представителей разных каст было разное количество жен, которые им разрешалось иметь. К примеру, брахманам позволялось иметь не более чем 3 жены, кшатриям не больше 2, шудрам и так далее не больше 1. И, и, и при этом мы видим, что чем выше был статус касты, кастовый статус, тем было хуже положение женщин в ней. То есть в низших кастах женщина обладала большей независимостью, чем в высших кастах, где она полностью была подчинена мужу и, кроме того, должна была делить свой дом с другими женщинами, другими женами. И если мы обратимся к
после этого к буддийским писаниям, мы также можем узнать, какой же был статус женщин во время жизни Будды. К примеру, в этой сутре рассказывается о том, как Судата, сын Каландаки, перед тем, как он стал монахом, у него была жена, однако эта жена не могла родить ребенка. И поэтому мать Судаты оказывала большое давление на Судату, поскольку если в семье не было ребенка, тогда все имущество этой семьи могло быть отнято, присвоено себе царем-правителем той либо иной земли. То есть семья без ребенка считалась бесправной. И, м, и поэтому мать Судаты мать Судаты постоянно говорила ему о том, что ему необходимо завести ребенка со своей женой. И это свидетельствует о традиции в этом, традиции того времени. И это говорит нам о том, что женщина была обязана родить ребенка. А если она не рожала ребенка, тогда мужу позволялась семейная неверность, ему позволялось вступить в сексуальную связь с другой женщиной для того, чтобы это привело к рождению такого наследника. И кроме того, в сутторах содержится много историй о том, как монахи, как монахини, то есть те женщины, которые уже приняли обеты монашества, они имели детей. И, к примеру, в Виная-сутрах рассказывается о монахине по имени Гупта. И ее муж умер, и поскольку у нее не было сына, а царь, правитель, а, царь угрожал забрать все ее имущество, и поэтому она вступила в связь с другом своего мужа по имени Удаин и родила от него ребенка. То есть это свидетельствует о том, что она сама перед тем, как стала монахиней, она, может быть, и не хотела иметь детей, но была вынуждена родить ребенка, поскольку иначе она бы просто утратила бы любое имущество, которое у нее было. И, если мы взглянем на древние индийские религиозные традиции и школы того времени, мы обнаружим, что в них не было традиции, традиции монашества для женщин, либо отречения, традиции отречения для женщин. И в некоторых школах женщинам даже отказывали в возможности вступить на духовный путь, например, возможности принять прибежище, принять то, что в буддийском контексте является прибежищем. И для всего этого есть много внутренних и внешних причин. И нам следует рассматривать все эти тенденции в историческом контексте.
И, и тем не менее, несмотря на все это давление общества, в, в буддистской традиции женщины обладают возможностью практиковать. И буддистское сообщество содержится как из практикующих мужчин, так и женщин, как из монахов, так и из монахинь. То есть всех четырех составляющих буддийского собрания равная возможность в практике дharмы. Однако сам вопрос о том, могут ли женщины быть монахинями, как вы знаете, вызвал много сопротивления. И несмотря на саму идею о том, что все существа имеют возможность вступить на духовный путь и достичь освобождения от страданий, тем не менее, это сообщество монахинь не считалось чем-то важным. Почему? Не потому, что Будда не хотел этого, но из-за того, что было очень сильное давление общества на женщин. Поэтому если и сообщество мирян считало сообщество монахов более важным, чем сообщество монахинь, и поскольку поэтому нужно понимать, что такая дискриминация, которая имела место, она не зависела от качеств членов этих сообществ, монахов и монахинь, но зависела от отношения общества к ним. И поэтому в основном те имена, которые мы видим среди великих ученых, буддийских ученых Древней Индии, либо тех, кто достигал состояния арахады, то в основном это мужчины, это мужские имена. Свидетельство для этого о том, что среди женщин не было выдающихся ученых, либо не было тех практикующих, кто достиг состояния арахады. Нет, это не свидетельствует об этом. Безусловно, были женщины, которые обладали исключительной ученостью, и также те женщины, которые достигали состояния арахата. Однако вследствие влияния всех, всех, всего давления со стороны общины, э, это сообщество монахинь, оно постоянно подвергалось дискриминации, в том смысле, что оно не считалось таким важным, как собрание монахов. И поэтому, поэтому это в результате привело, к примеру, к тому, что в Тибете была утрачена линия передачи полных монашеских обетов для женщин. Почему так произошло? Наверное, прежде всего потому, что сохранение линии такой передачи не считалось чем-то очень важным. Соответственно, линия передачи этих обетов была утеряна. И, сейчас в результате этого у нас мы испытываем трудности в нашей задаче возродить полные женские обеты. Почему? Потому что в теории полные монашеские обеты должны дароваться женщине. Однако, если нету таких женщин в тибетской традиции, тогда мужчины, монахи должны быть теми заместителями, кто дарует эти обеты. Однако в этом возникают проблемы, поскольку полнота обетов для монахов-послушников и монахинь-послушниц различается, количество этих обетов различается. И точно так же
и полные монашеские обеты для мужчин и женщин отличаются. И именно поэтому можно сказать, что когда мужчины, монахи, служат, служат заместителями дарователей обетов для женщин, то возникает недостаток передачи таких обетов. То есть можно сказать, что эти обеты не передаются во всей полноте, поскольку монахи, передающие обеты, не обладают всей полнотой обетов, которые получают женщины. Это, например, в частности, является проблемой в нашей линии Карма Камсанг. И, поэтому а, лидеры, духовные лидеры должны прилагать усилия к тому, чтобы возродить полноту женских монашеских обетов. Это особенно важно в наше время. И, и сейчас все больше таких духовных лидеров, а также недуховных лидеров, кто поддерживает задачу возрождения передачи полных женских обетов в Тибете. И это очень важно. И, по моему мнению, все эти лидеры должны прилагать усилия к тому, чтобы традиция передачи женских обетов была возрождена. Пришло для этого время. И сейчас для этого подходящее время. И у нас есть такая возможность. Поэтому нам следует использовать эту возможность. И особенности это касается нашего общества, тибетского общества. Общество должно осознать важность этой задачи, поскольку традиционно в тибетской традиции у монахинь никогда не было равных возможностей с мужчинами для изучения дharмы и для практики дharмы. И это необходимо изменить. Это изменение должно происходить изнутри. К примеру, когда люди извне протягивают руку помощи для того, чтобы такие изменения состоялись, это очень хорошо, но тем не менее иностранцы часто не обладают всей полнотой понимания особенностей развития тибетского общества. В результате такое непонимание приводит к конфликту. А такие конфликты, вместо того, чтобы оказывать благоприятное влияние на эту задачу возрождения женских обетов, наоборот, вредит ей. И, и поэтому эта инициатива такого возрождения должна происходить изнутри самого сообщества монахинь, а также изнутри тибетского общества. Я, к примеру, когда я еще жил в Dharamsala, проводилось много собраний по поводу вопроса полных женских обетов. И я посещал некоторые из них. И, и когда я присутствовал на, на этих встречах, много в них принимал участие много ученых, и они вели много дискуссий по поводу того, нужно ли возродить эту традицию, если есть такая необходимость. Как нам возродить ее? К примеру, должны ли дароваться обеты лишь мужской, монашеской сангха, либо это должна быть смешанная сангха монахов и монахини. И
какой традиции следует придерживаться Дharmagupты или какой-то другой. И таких дискуссий было много, и я же не помню все последовательности, как это все происходило, но я помню, что на одной встрече присутствовала одна тибетская монахиня, и что она сказала, меня очень удивило. Она сказала, а, на самом деле ничего не нужно менять. Нам достаточно обетов монахинь послушниц. Это главное, что она сказала. Она сказала, нам это не нужно. У нас все хорошо, у нас есть обеты монахинь послушниц, и этого достаточно. Именно это сказала эта тибетская монахиня. И когда прозвучало это заявление, мы как раз были в середине очень оживленной дискуссии по поводу необходимости возрождения монашеской традиции для женщин в Тибете. Представьте, в середине этой оживленной дискуссии встает, собственно, тибетская монахиня, которая заявляет, что нет необходимости возрождать эту традицию. И, с одной стороны, важно понять ее личные причины. Она слушала все эти мнения, мнения, и для нее это не была какая-то абстрактная дискуссия, поскольку это касалось ее непосредственно. К примеру, она, возможно, задумывалась о том, а что будет, если она лично должна будет взять полные женские обеты. Такие обеты необходимо соблюдать, и это непросто. И, возможно, поэтому она высказала свое мнение, что на возрождение такой традиции нет необходимости. И поэтому это свидетельствует о том, что перед тем, как мы возродим эту традицию, в самой среде тибетских монахинь должно быть желание и энтузиазм к тому, чтобы это случилось. Если в собрании монахинь не будет такого энтузиазма, не будет такого желания, то мы можем думать и воображать что угодно и предлагать что угодно, однако это никогда не будет воплощено. И именно для того, чтобы изменить ситуацию внутри самого собрания монахинь, мы и создали эти учения Ария Кшема. Как я уже объяснял, кто такая Ария Кшема? И, Ария, как говорится, среди монахов, бикшу, тот, кто обладал наибольшей прагней, мудростью, был Шарипутра. А среди всех монахинь бикшуни, той, кто обладала наибольшей мудростью, была как раз Ария Кшема. Именно поэтому это собрание было названо в честь Ария Кшемы. Сначала называлось «Зимнее собрание Ария Кшемы». И поскольку собрание Ария Кшемы, оно следовало за собранием монахов, и монашеские учения, они называются гюнчу, что означает «зимняя дхарма», поэтому они проводятся зимой. Нет необходимости проводить женские собрания также зимой, поэтому постепенно эти учения передвинулись на, на весну, и они начали называться весенние учения Арякшамы. И сегодня 7-й раз, как проводятся эти учения. Это 7-е весенние учения Арякшамы. Во время этого весеннего собрания проводятся диспуты, философские диспуты. И среди монахинь также мы проводим совместные ритуалы пуджи. И диспуты, дебаты — это один из 3 видов ученой активности. Это сочинительство,
это изучение сочинительства и дебаты. И для того, чтобы традиция ученых развивалась, необходимо создавать и поддерживать традицию философских диспутов. И для последователей буддизма необходимо понимать смысл философского диспута. Буддийский философский диспут не, не имеет своей целью победить соперника. И, и поскольку дарма — это логическая система, для того, чтобы понять буддизм, понять буддийскую философию, необходимо понимать логические связи, понимать обоснования. И именно поэтому древние индийские философы, полагаясь на обоснование, полагаясь на логику, они развивали эту систему философской мысли. И, и, а, и почему этот аспект получил такое развитие? Поскольку, в отличие от брахманической традиции, последователи буддизма считали, что им необходимо не просто полагаться на какие-то ритуалы, а необходимо понимать смысл такой активности, понимать суть учения. Именно поэтому и возникла эта система философской мысли, а вместе с этой системой и много различных философских школ. И буддизм, как известно, в результате получил имидж системы воззрения, которая не опирается на слепую веру, но опирается на логику и обоснование. И диспуты помогают отточить ясность такого логического понимания, помогает понять на практике а, методы буддийской логики. И именно поэтому с этой целью философский диспут является такой важным, является таким важным. И, и целью такого диспута является не победить, да и не победить своих противников. Это не метод усилить свои предпочтения и свои неприятия, но это метод отточить собственное понимание, также отточить собственное усилие, собственное усердие к изучению и практике. И поэтому, когда мы участвуем в диспутах, необходимо освободить свой ум от соперничества, от зависти. Конечно, мы обращенные существа, поэтому в нашем уме могут возникать такие мысли. Но каждый раз, когда они возникают, нам необходимо преодолеть их с помощью противоядий, и необходимо тренировать свой ум, чтобы они возникали в нем все меньше и меньше. И именно это является целью диспутов, дебатов, как одна из главного метода постижения учения, а не способа победы над другими. И теперь давайте перейдем к нашей основной теме. В прошлом году мы с вами остановились на 21-м благом деянии автобиографических строф «Благие деяния». Всего в этом собрании 33 строфы, 33 благих деяния, и среди них мы с вами на 21-м. И если мы взглянем на структурное содержание, это структурное содержание основывается на комментарии Сангья Балдруба. И И
сохранились две линии передачи этого комментария, и пункты этих структурных содержаний в двух линиях передачи отличаются. А, Однако, так, мы с вами опираемся на рукопись этого комментария из монастыря Дрипунг. Другая версия находится в библиотеке Поталы. То есть из этих двух мы опираемся на версию из рукописи из монастыря Дрипунг. Итак, если мы взглянем на это структурное содержание, то оно состоит из трех основных частей. Первое — это выражение почтения и обещание сочинить. Второе — основная часть. И третье — заключение и завершение. Из этих трех мы с вами зараз на второй части, основная часть биографии. И эта основная часть разделяется на две. Первое — это введение, как вступить в врата Дharмы, как войти в Дharму. И второе — это основная часть, как он, Милки-Доржи, практиковал пути трех типов индивидов. Эта часть разделяется на путь индивида малых способностей, путь индивида средних способностей и путь индивида высших способностей. Мы с вами уже рассмотрели путь индивида малых способностей, а также путь индивида средних способностей. И сейчас мы изучаем путь индивида высших способностей. Путь индивида высших способностей разделяется на две части: намерение, зарождение бодхичитты, и действие, созерцание двух типов бодхичитты. И это разделяется на две составляющие: созерцание относительной бодхичитты и созерцание абсолютной бодхичитты. В прошлом году мы с вами завершили рассмотрение созерцания относительной бодхичитты, и в этом году мы перейдем к этой второй части созерцания абсолютной бодхичитты. Итак, это 21 стих, 21 строка благих деяний Микки Доржи. Эта строка гласит: «Путем анализа я постиг, что явления изначально умиротворены. Тот, кому приносит благо, тот, кто его приносит, и то, что благотворно, объединение пространства с пространством. Я узрел это совершенно ясным оком ума, и это также я считаю одним из своих благих деяний». И, и если мы взглянем на традицию, на буддийскую традицию, что означает постижение состояния Будды? Это обретение Дharmakaya. Дharmakaya — это и есть просветление. Поэтому для того, чтобы стать Буддой, необходимо обрести Дharmakaya. Какой же метод обретения Дharmakaya? Это накопление мудрости. Что такое накопление мудрости? Это обретение мудрости, которая познает пустотность, шуньяту. И как же этого можно достичь? Есть разные мнения, разные пути, как обрести эту прагню, эту мудрость, что распознает шуньяту, пустотность. И некоторые люди утверждают, что нам следует лишь следовать собственным гуру, поскольку лишь наши гуру, наши линии обладают таким познанием. Поэтому если мы будем полагаться на сущности и наставления гуру, мы сможем познать эту мудрость. А если же мы будем полагаться на учение других школ, других учителей, то мы не сможем обрести эту мудрость. Это то, что
И в то время, во время Карма Памятидоржа, многие заявляли об этом. То есть это свидетельствует о том, что в те времена было очень много сектарности. Наша школа лучше, ваша школа хуже и так далее. И поэтому и это было очень сильно в прошлом. И это то, что мы можем наблюдать и сейчас. В наши дни все то же самое. Наша школа самая лучшая, если вы будете следовать традиции нашей школы, то вы обретете результат. Если вы не будете следовать, вы ее не обретете. И многие, кто делает подобные заявления и в наши дни. И если, если мы спросим их, как они определяют эту мудрость, которая познает пустотность, пустоту, то и есть много историй освобождения, и такие истории принадлежат и не буддийским философам. Также есть 18 основных школ а, Шравакаяны, и также в Махаяне есть различия пути Мадхьямаки, есть Читтаматры. И таким образом у нас есть много различных путей, есть много различных способов. И, и во всех этих традициях рассказывается о том, чем является истинная природа и что такое мудрость, которая ее познает. И в особенности эти люди, они часто делали, делали заявления, описывающие мудрость, которая познает постатность. При этом это было лишь их собственное частичное понимание, которое не опиралось ни на какую традицию, а вместо этого опиралось на неверное понимание. И тем не менее они представляли это частичное понимание, либо даже отсутствие такового, как воззрение, обреченное воззрение пустоты. Были и такие люди. Кроме того, были а, те, кто касательно трех типов мудрости, мудрость, обретенная с помощью медитации, мудрость, обретенная с помощью слушания, и мудрость, обретенная с помощью размышления. И были те, кто считали, что лишь мудрость, обретенная посредством медитации, является самой важной. И поэтому они считали, что нет необходимости заниматься слушанием и размышлением, и лишь посвящали себя так называемой медитации. Однако медитация, в которой они пребывали, была лишена любой ясности, осознавания. Они просто пребывали в состоянии тупости, замутненном состоянии, лишенном любой ясности. И на самом деле это даже не является благим состоянием ума. Это скорее либо неблагое состояние, либо нейтральное состояние ума. Другие заявляли, что нет никакой разницы между самсарой и нирваной, что благодаря своему постижению я обрел суть Дharmakaya, и теперь мне совершенно нечем волноваться, нет нужды волноваться о неблагих, о недобродетели, поскольку даже если в результате этой недобродетели я отправлюсь в ад, ад также будет для меня проявлением Дharmakaya. То есть были много подобных ложных заявлений. И в отличие от всех этих ученых и практиков
Микью Доржи обладал широтой воззрения и глубиной обретения мудрости. Он изучал он изучил все школы, философские школы и осознал все их традиции. И он не только, он не только изучил все буддийские школы, но также и не буддийские школы. И, в особенности говорится, что он знал все школы ранней передачи, а также средней передачи. Что мы имеем в виду под средней передачей Дharma в Тибете? Когда Ландарма преследовал Дharmu, что привело к разрушению, к исчезновению Дharмы, через какое-то время Дharма начала возрождаться в Восточном Тибете. И в Докаме. И в результате монашеские обеты были возвращены в Восточном Тибете, была возрождена линия монашеских обетов, и затем эта линия была передана в Центральный Тибет. Именно это возрождение монашеской традиции в Центральном Тибете называется средней традицией, средней передачей. И когда пришло время позднего распространения, то это среднее распространение перестало считаться таким важным. И по сути, о том, что происходило в этот период, мало кто знал. То есть, что происходило в Тибете непосредственно после того, как Дharma преследовалась в Тибете. То есть этот средний период передачи, по сути, сливался с поздним периодом передачи. Однако это не так. И это средний период передачи, он обладал своими особенностями. И говорится, что Микью Доржи как раз и знал также все учения этой средней передачи, всего того, что было возрождено после того, как Ландарма преследовал Дharma в Тибете и поздним распространением, когда уже возникли все эти великие деятели в Тибете, такие как мастера Кадамбы, Сакья и другие. И в особенности говорится, что Микки Доржи очень детально разбирался в сложных положениях всех тибетских традиций, когда Махамудри, Саки, Джанан, Глу, Нигма, а также традиции Шиджи, Чода. И он не только знал все линии передачи этих учений, но он также обладал безошибочным пониманием текстов этих традиций. И он безошибочно различал термины и их значения в каждой из этих традиций. И также он не обладал ясностью понимания относительной и абсолютной истин, и также обладал очень обширным знанием всех 5 великих наук, таких как наука грамматики, логики, медицины и так далее. И также он хорошо знал санскрит, он также знал древний тибетский и мог читать тибетские тексты до реформы тибетского языка. А также он постиг санскритские трактаты, такие как, например, Амара Коши и другие.
И также он обладал мастерством в искусстве скульптуры. Он делал искусственные статуи из бронзы, а также другие драгоценности. И, то есть, по сути, мы можем сказать, что не было ничего в сфере знаний, чего бы Микидор не знал. А похоже, что он знал все. И по этой причине он обладал истинной мудростью, которая могла различать смысл буддийских сутр, тантр, а также трактатов, шастр. И понимание этих учений Будды и трактатов к учению Будды, его это понимание опиралось не на слова, а на смысл. Поэтому он опирался на мудрость, а не на обычное сознание. И он опирался на абсолютный смысл, а не на относительный смысл. И именно поэтому, если мы спросим, кто обладал а, всей ясностью понимания, он исследовал все эти вопросы, кто прав, кто не прав в логических обоснованиях. Он не просто следовал за словами, которые говорили другие. Он обладал собственным пониманием. И это то, как в стихе восхваления Микелер же говорится, что он обладал безошибочным пониманием, и он опирался на собственную мудрость для того, чтобы познать любое учение. И если мы спросим, а что составляет истинную мудрость? Что является безошибочным? Микидор же всегда пытался познать это на личном опыте. То есть если он понимал, что кто-то обладает таким безошибочным пониманием, это было причиной для его уважения. В обратном случае он не считал, что можно просто уважать кого-то, полагаясь на его слова. И по этому поводу мы можем вспомнить о диалоге царя Трисонга Децина и Шантаракшида. Говорится, что однажды Трисонг Децин спросил Шантаракшиду: «Как ты знаешь, что необходимо принимать, а что необходимо отвергать?» То есть, по сути, вопрос, что является благим, а что является неблагим. Какая дарма является верной, какая неверной. Такой вопрос задал Трисонг Децин Шантаракшиде. И в ответ на него Шантаракшида ответил: «Я исследую свой собственный ум, и я практикую то, что логично, и я отвергаю то, что нелогично». То есть что он имел в виду? Что он не полагается на мнение других людей, на любые высказывания касательно того, что хорошо, что плохо, что является подходящим, а что нет. Он полагается лишь на собственные выводы, на собственное познание, собственную логику. А, То есть лишь когда он обретает собственную убежденность в чем-то как правильном, лишь тогда он следовал этому. И в этом смысле Микки даже был последователем Шантаракшита. И на этом давайте сделаем перерыв. 다 간다 공도 쉬면 신기 경 미규도 질이야 다 Итак, как я уже сказал, Микки даже
изучал, изучал учение не только своей, но также всех других философских школ и обрел глубину понимания всех философских обоснований, которые содержались в этих школах, и его знание обладало обширностью и глубиной. И, и некоторые люди, когда они заявляют, когда они делают какие-то заявления по поводу знания своего учителя, да, они говорят: "О, это то, что мой, это философская мысль моего гуру". И они не исследуют, что на самом деле составляет эту глубину философской мысли. В отличие, это просто такое хоровое повторение того, что говорят другое, и они не обладают, на самом деле такие мастера могут не то что обладать мудростью, которая происходит из великого пути накопления, они даже не обладают обычной стабильностью и ясностью пребывания в дhyāna, в медитативном сосредоточении. И, и что касается Микки Доржи, хотя его ученики, хотя его ученики не могли знать уровень реализации, Микки Доржи также не могли знать уровень его постижения мудрости. Тем не менее, они могли видеть проявление его активности и могли видеть его бесстрашное знание, глубокое понимание глубокой дармы, пустотности, пустоты. И, и Микки Доржи освещал день и ночь этим трем ученым активностям: обучению, диспутам и сочинительству. И говорится, что он осуществлял все это без усилий. То есть это была такая спонтанная активность, свободная от любых усилий. К примеру, когда он учил, то он обладал красноречием в объяснении учения, и его слова были наделены смыслом, и значение всего, что он пытался передать, было ясным. Также способ изложения мысли отличался чистотой и изощренностью, свободой от любых недостатков, и не было никакой непоследовательности в том, что он говорил. И слушать его было легко понимать и запоминать то, чему он учил. Даже, даже когда он учил с помощью невербальных способов, например, просто кивок головы, либо какой-то жест, они всегда были исполнены смыслом. И это свидетельствует о том, что он мог учить других так, что они могли понять. Он мог действительно научить. И вместо того, чтобы проводить много лет с мастером, который обладал, обладал знанием какого-то одного текста, просто услышать его объяснение лишь одного стиха, одной строфы, это приводило к обретению э, уверенности в познании смысла того либо другого текста. И поэтому
говорится, что он обладал несравненной способностью учить истины Дharma. Это то, что о нем говорили его ученики. Другой чертой, которой он обладал согласно воспоминаниям о нем, а, заключается в том, что когда он встречался с индийским либо тибетским трактатом, который он никогда раньше не видел, и его просили объяснить сложности этого текста, то он обладал бесстрашием в объяснении всего смысла этого трактата и объяснял это всегда безошибочно. То есть с самого первого раза он мог объяснить даже то, что не изучал детально. Это свидетельствует о его выдающихся способностях дарования учений. Также в том, что касается его участия в диспутах, что говорится, что когда Микки Доржи участвовал в диспутах, то это приводило к рассеиванию всех неверных воззрений его противников в дебатах, и это также освобождало их от ложной гордыни, зависти. И в результате они обладали уверенность в том, что верно. И великие ученые того времени, такие как Махапандита, Доржи Вилпо, всеведущие Чимедрупа, великие ученые Чангра Рабджамба и другие, когда они приходили к Микридорже и выступали с Микридорже в какие-то диспуты либо философские дискуссии, то они вспоминали об этом как о чем-то, что было для них очень полезно. Также в то время ученые школы Гелок, такие как Гендюн, Джуб, Сара Джитюн и другие, когда они ознакомились с трактатом Микки Доржи по Прагня Парамидье, а также Абидар Макоши, то хотя они и считали Махамудра Кармакансанг китайским воззрением Хашан, это было таким очень распространенным отношением, что Махамудра — это воззрение Хашан Махаяны. И, и тем не менее, даже обладает такое пренебрежительное отношение к традициям Махамудры, они признавали, что объяснение Микки-доржи отличается ясностью. И, это был их вывод, который они делали, даже не встречаясь лично, просто на основе ознакомления с его писаниями. Однако те, кто встречался с Микки-доржи непосредственно, они все были удивлены его обширностью его знаний, пониманию. Как утверждает сам Сангья Балджу, в те дни были люди, кто утверждал, что не должно говорить, что мой гуру хорош в дебатах, поскольку это будет означать, что он лишь немного лучше, чем другие. И, то есть, если мы говорим, что
То есть, если мы хотим, если мы говорим, что наш гуру лучше, чем другие, это лишь означает, что никогда не встречались с истинным ученым. Сколько любые сравнения должны основываться на сравнении с тем, кто является истинным ученым. Ну, если все, что мы знаем, это лишь немного знаний, немного плодов практики, как мы можем вообще оценить уровень понимания, познания и практики нашего гуру? Так он говорил, а, имея в виду знание и уровень знания и практики Микьё Дорджи. Все это нам свидетельствует о том, что Микьё Дорджи принадлежит к выдающимся ученым своего времени. И, и также в том, что касается его сочинительства, его описаний, среди всех воплощений Кармапы Микьё Дорджи каждый Кармапа занимался сочинительством, но среди них Микьё Дорджи, писание Микьё Дорджи, сочинение Микьё Дорджи составляет больше 20 томов. И собрание сочинений насчитывает больше 20 томов. И, и есть каталог этих учений, этих сочинений, поэтому сейчас мы пытаемся подготовить новое издание собрания сочинений Микьё Дорджи. И мне кажется, что в результате это собрание сочинений будет насчитывать 25 или 26 томов. И поэтому из этого мы видим, что из всех кармаб, 8-й кармаба Микьё Дорджи имеет самым обширным собранием сочинений. И вторые кармабы, Кармапакши, который, согласно свидетельствам, написал трактат по каждой основной теме учений, его собрание сочинений по объему сравнимо с собранием сочинений Микьё Дорджи. Итак, Микьё Дорджи обладает самым большим наследием сочинений. И этот, кто ищет освобождение, если такие люди будут изучать эти писания, то они с легкостью смогут их понять. Весь смысл этих сочинений совершенно ясен, и логика также ясна, и то есть их легко понять. К примеру, в возрасте 22 лет Микьё Дорджи создал комментарий на сутру Винай. 24 он написал великий комментарий на грамматику Калапы. 26 обширный комментарий на Винай сутры и 27 великий комментарий на Абидарма Кошу, сокровищница Абидармы Васубанду. И кроме того, он создал многочисленные собственные сочинения, а также комментарии на свою работу. К примеру, во-первых, принадлежит комментарий на Гухья Гарба Тантру, в котором содержится разъяснение Анутара Тантры. И
И, как вы помните, коренным учителем Микьёдоржи был первый Сангинемпа. И Сангинемпа, согласно свидетельству, сказал Микьёдоржи, что до достижения возраста 27 лет ты не должен учить Ануттара Тантры. И, и следуя этому совету, этому указанию, хотя у него было много чистых видений э, своего божества Едама, тем не менее он учил наставлениям Атиши, традиции Кадамбы, и он не учил тантре. И лишь когда ему исполнилось 27 лет, он начал даровать посвящение, а также учить тантре. И говорится, что он учил пути, которые освобождают. И ему было даровано предсказание Дакин, которые учили его, как следует молиться. И в результате он написал текст, который мы знаем как Гуру-йога 4 сессий. И начинается Гуру-йога 4 сессий. Он также написал много других, создал много других текстов практики. И говорится, что во время дарования посвящения, во время снисхождения благословений, эти благословения и мудрость действительно исходили из его ума, и в результате привязанность к обычным восприятиям очищалась, и многие, кто получал эти посвящения, могли долгое время пребывать в чистоте восприятия явления и освобождались от эго-цепляния. Кроме того, они зарождали мудрость благодаря медитации и обретали постижение. И могли держать обеты в чистоте. И также среди его учеников было много тех, кто отказывался от 8 нечистых вещей. К примеру, они не ели мясо, они не ездили верхом на животных и, и ничего не сохраняли для себя и посвящали все время практике. И многие из его учеников, они никогда не ложились для отдыха, они всегда пребывали в состоянии и позе для медитации. И посвящали себя практике уединения. Многие поддерживали практику молчания. Было много тех, кто обретал чистые видения. И вместо того, чтобы направлять все свои усилия на поиск спонсоров и негативных друзей, они посвящали все свои усилия следованию за своим истинным гуру. И в этом мы видим этот великий пример Микьёдоржи. И это все было результатом его активности, сочинительства, учений и дебатов. И благодаря этому его ученики могли усмирить свое естество и обрести истинность постижения. И давайте на этом остановимся сегодня. И мы затем
продолжим говорить об истории Кармапы Микидоши в следующий раз. Как я уже отмечал сегодня перед учениями, мы должны были начать 14 марта, но возникли непреодолимые препятствия. Для этого у меня были важные задачи и важные встречи, которые помешали мне начать 14 марта. И именно поэтому у меня не было другого выбора, как отложить эти учения. Но сегодня мы начали эти учения, и я надеюсь, что мы сможем продолжить их без препятствий. И в результате я смогу завершить изложение истории освобождения Кармапы Микидоши. И на этого давайте посвятим заслугу.